Закон о поддержке органического производства в сельском хозяйстве рассмотрит республика. Как сообщает наш Минсельхоз, причиной тому стал федеральный закон об органической продукции и желание выращивать экологически чистый продукт без применения удобрений и химических добавок. Хотя понятен и расчет, органические продукты питания всегда дороже обычных. Что любопытно, сегодня наши сельхозпроизводители лишь на четверть могут обеспечить республику молоком, на треть мясом. Немного лучше ситуация с овощами. В то же время зачастую наши продукты куда дороже привозных. Почему так, разбиралась Виктория Палкина. Наверняка многие, кто сейчас находится в нашей студии, после эфира забегут в магазин. Кто-то с готовым списком продуктов, кто-то будущий ужин будет выбирать голодными глазами. Мы же возьмем стандартный джентльменский набор. Буханка хлеба, молоко, сметана, масло несоленое. Ну и прихвачу себе, как-никак пятница, пирожных. Десяток яиц отправляем туда же, в нашу джентльменскую корзину. Итак, набор из 5 продуктов. Ничего лишнего. Ну, может быть, пирожные. Все сделано в Коми. Обошелся в 452 рубля. Уже завтра наверняка придется идти снова в магазин. А здесь еще и новость от экспертов о том, что цены на молоко вырастут процентов на 15. Все из-за ужесточения маркировки. Теперь производителям придется указывать всю правду, если есть что-то лишнее. Так на упаковке и писать. Но и без этого цены на молоко лихорадит последний месяц. В этой истории засветились наши федеральные сети. За литр молока еще месяц назад на кассе приходилось выкладывать больше 60 рублей. К проблеме подключилась Общественная палата региона. На официальные запросы последовал ответ – сбой программы. Версия, которая мало кого убедила. Сыктывкарка Ирина Дроздова уже давно сделала выбор в пользу молока живого. Так она называет все, что продают с колес. В большой семье 3 литров хватает на пару дней. Другое молоко уже не покупают давно. Во-первых, так дешевле. Во-вторых, непонятно, что там в упаковке, переживает многодетная мама. Это молоко очень вкусное, оно со сливками, дети очень его любят, пьют. Из него получаются очень вкусные, замечательные блины. Ну там все, вся выпечка на нем, чай с молоком очень любим пить. Нас, правда, немножечко смущает то, что вот она немножко подорожала. Раньше было 46, а теперь, получается, 50 рублей. Но мы все равно, независимо от этого, мы будем его покупать. Но даже 50 рублей за литр дешевле, чем в магазине. На одном из предприятий Коми нам раскрыли коммерческую тайну. На небольшом листочке расписано, из чего складывается цена на молоко. И она, ой, как отличается от привычных нам ценников в магазине. Например, тетрапак 2,5%. Цена реализации наша составляет 39 рублей 60 копеек. Что в нее входит? Да? Это себестоимость производства и переработка. Она составляет 36 рублей 87 копеек. Наша чистая прибыль составляет 2 рубля 73 копейки. Вот именно переработка молока – это содержание, да, коров, это содержание молоковозов, это оборудование содержания молочного цеха, зарплата, газ, вода. Это как раз и есть переработка, вот она и составляет 9 рублей 18 копеек. Ну вот на сегодняшний день наша чистая прибыль, как я уже сказала, с учетом выплаты всех налогов составляет 2 рубля 73 копейки. Но на протяжении 2 лет мы уже не поднимали цены для федеральных сетей. То есть они были неизменны в течение 2 лет. А то, что происходит уже у них на рынке, и на нашем рынке, считайте сами, решайте сами и выводы делайте самим вам. Здесь, уверены общественники, пора ужесточать законодательство, ввести регулирование наценки на социально значимые продукты. И молоко должно стать первым в этом списке. Закон о торговле уже усовершенствовался раза 3 на моей памяти. Вот это положение никак туда не внесут. То есть смысл там такой: если у вас социально значимый продукт, он в перечне, ну, предположим, молоко, так, вам закон разрешает, как федеральной торговой сети, значит, увеличивать или делать наценку не более чем 15%. Если вы сделали 15%, в вашем распоряжении оставляют 14%, как продавца. Так? И 1% только уходит, будем говорить так, ну, в виде налогов или еще чего-то. Если вы делаете наценку 40%, с вас возьмут 39%. То есть вас именно экономически стимулирует к тому, чтобы на социально значимые товары не увеличивать наценку выше определенного предела.
Почему-то это дело не проходит. Именно в первую очередь на федеральном уровне. Хотя я считаю это, в принципе, иррационально, и это Западом, в принципе, опробировано. Есть вкусно и недорого, хотят все жители региона. Но вот как разобраться, соответствует ли цена качеству? Уже 4-й год старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Анна Щербакова занимается исследованиями органической продукции в регионе. Той самой, что выращена без химии и антибиотиков. Она разработала свою анкету. Жители Коми оценивали качество продуктов. Главный критерий – натурально, ненатурально. 53% сомневаются, в действительности наша республиканская местная продукция, является ли она органической продукцией. То есть в анкете было дополнение. Многие приводят или конкретные предприятия, утверждая, что это органическая продукция. Кто-то говорит, что раньше была органическая продукция, сейчас нет. Но дать конкретный четкий ответ люди почему-то сомневаются. И могу такой момент, что самый главный фактор, почему люди готовы покупать органическую продукцию, это здоровье. А главный сдерживающий фактор – это, конечно же, очень высокая цена, потому что предложения мало, а спрос становится очень большой. И поэтому, к сожалению, цена на такую продукцию становится очень завышена, даже, где-то я бы сказала, искусственной. Но это рынок. И все же тех, кто выбирает продукты, ориентируясь на стоимость, а уже потом на качество, сегодня больше. Комистат отслеживает изменения цен каждую неделю. Информацию готовят на основе еженедельной регистрации потребительских цен в 3 городах – Сыктывкар, Воркута, Ухта. Последние – сводки января. В середине января аж на 8% подорожала капуста, та самая белокочанная. Еще на 3% выросли цены на яблоки. Дорожал сахар, сыр, рыба и подсолнечное масло. Меньше всего изменились цены на сардельки и сосиски, и все же выросли на 0,2%. А вот огурцы подешевели на целых, внимание, 6%. Попадают наши продукты в поле зрения не только статистов, но и контролирующих органов. Их, конечно, интересует качество, но и цена играет значение. Чем продукт дешевле, тем больше вероятность, что это фальсификат. В 2018 году региональным управлением Россельхознадзора проведены сотни проверок. За руку ловили и наших производителей. За 2018 год у нас выявлено 3 пробы, которые не отвечают требованиям качества и безопасности. 1 проба меда, 1 проба масла сливочного и 1 проба субпродуктов свиных. Инициируется внеплановая проверка в отношении производителя данной продукции. На предприятии вводится режим усиленного лабораторного контроля и, соответственно, принимаются меры административного характера. Проверки закончились штрафами. С маслом и субпродуктами навели порядок, а вот производство меда закрыли. Соответствовать всем требованиям сегодня слишком сложно. Многие наши фермеры даже не рискуют выходить на большой рынок, реализуют продукцию среди своих. И вот таких своих, кто берет натуральное деревенское у проверенных крестьян, становится все больше. Их не интересует маркировка, сертификаты. Они доверяют только своим вкусовым предпочтениям и хорошему самочувствию. Рядовому же покупателю остается надеяться на интуицию и совесть крупных игроков на пищевом рынке.